Здравствуйте, вы смотрите новости Осетии, в студии Эля Сухобалова, и коротко о главном к этому часу. Наша с вами обязанность беречь память о наших доблестных старших, которые спасали Отечество, отстояли свободу. Шествие бессмертного полка в этом году пройдет в традиционном формате. Об этом стало известно на заседании под председательством Сергея Минейла. Что еще обсудили на заседании, расскажем в выпуске. Все очень понравилось, аккуратно, чисто, что немаловажно, современно. Торжественное открытие детского сада в Беслане состоялось сегодня. Двухэтажное здание рассчитано на 230 мест и полностью соответствует нормам. Мы не побоялись к этому юбилею заново пересмотреть пьесу Бугаева Чепина и вынести на, так скажем, суд нашего любимого зрителя. Эстинский театр готовит большую премьеру Чепина. Спектакль приурочен к 100-летию драматурга и режиссера Георгия Хугаева. Шествие бессмертного полка в этом году пройдет в традиционном формате. Об этом стало известно на заседании Оргкомитета «Победа». Провел его глава республики Сергей Минейла. Участники шествия пройдут по центру города сразу после парада. Он начнется в 10 утра и продлится предположительно 45 минут. Привлекут порядка 1200 человек личного состава. В шествии задействуют 17 единиц техники. К репетициям уже приступили. Как отметили в администрации Владикавказа, работы на площади Штыба и проспекте Мира планируют завершить к концу месяца, либо приостановят. Сергей Минейла подчеркнул, главное, чтобы не пострадало качество. Торжественные мероприятия пройдут во всех районах республики, планируются и народные гуляния. В этом году также проведут акцию «Посмотри на их лица». В прошлом она вызвала оживленный интерес у жителей и гостей региона. Говорили также о ежегодной единовременной выплате участникам Великой Отечественной войны и их семьям. Сумма помощи составит 15 тысяч рублей. Выплаты начнутся с 7 мая. Эта война занимает в нашей истории, в истории нашего государства и истории каждой семьи, всех граждан России, да не только граждан России, но и, ближнего и дальнего зарубежья. В частности, огромное значение для Северной Осетии. Это тоже особая летопись истории, особая летопись героической истории. Поэтому наша с вами обязанность беречь память о наших доблестных старших, которые спасали Отечество, отстояли свободу и независимость как нашей Родины, так и всего мира. В 26-й школе Владикавказа прошла акция «Вахта памяти». Она проходит уже в 5-й раз и с каждым годом становится все масштабнее. В этот раз на территории школы собрались учащиеся, выпускники, общественный совет города и представители Национального общества «Русь». Они почтили память героев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Оркестр 58-й армии исполнил гимн России и мелодии военных лет. Сначала она представляла собой клумбу цветочную, теперь более монументальные. Мои однокурсники исторического факультета СОГУ 82 года выпуска помогли материально создать эту память о Великой Отечественной войне. Спасибо всем, кто откликнулся на приглашение принять участие на очередном этапе его реализации. Проект развивается, ширится круг его участников. Но больше всего радует то, что достигается его главная цель – сохранить и передать память о Великой Отечественной войне, ее победителях. Реализацию прорывных проектов в СКФО обсудили на совещании под председательством вице-премьера Александра Новака. В режиме видеоконференции участие в нем принял Борис Джанаев. Речь о 5 значимых проектах в каждом регионе. Это крупные площадки в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других сферах, реализация которых позволит существенно развить экономику регионов.
Общая стоимость проектов в Северной Осетии почти 65 миллиардов рублей. Первый проект – агропромышленный комплекс. В его рамках планируется закладка яблоневого сада интенсивного типа, строительство плодохранилища, а также создание тепличного комплекса и агроэкотуристического парка «Земля Осетия». Второй прорывной проект в сфере туризма. Он включает создание комплекса всесезонного тематического парка «Алания парк» и туристско-рекреационного комплекса «Кахтисар». Третий проект – создание форелевого хозяйства. Четвертый прорывной проект – это создание комплекса «Мамисон». По данному проекту имеется ряд поручений президента страны и федерального правительства, определен генеральный подрядчик, строительство объектов первого этапа. Необходимо построить 2 канатные дороги, горнолыжные трассы, комплекс «Сноу-парк». В целом планируется реализовать проект в установленные сроки, ориентируемся на 2024 год. Пятый прорывной проект – это транспортно-логистический комплекс. Включает в себя 2 подпроекта. Первое – строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Владикавказ. Проведены работы по прокладке наружных инженерных сетей, ведется работа по строительству зданий, риски отсутствуют. Все работы ведутся по плану. Реализация проекта планируется завершить в 2022 году. 230 дошколят отправляются в новый детский сад в Беслане. Двухэтажное здание оснащено новой комфортабельной мебелью, игровыми зонами и просторными залами. Все, чтобы ребята чувствовали себя уютно. Открытие детского сада прошло в торжественной обстановке. Подробнее обо всем расскажет Зарас Соколоева. Торжественное перерезание ленты и новый детский сад «Колокольчик» распахнул свои двери для гостей. От имени главы республики Сергея Миняйла с радостным событием жителей Правобережного района поздравила министра образования и науки Элла Алибекова. От лица главы нашей республики Сергея Ивановича Миняйла поздравляю город, район, руководство района со столь значимым событием. Пока это только красивые стены, красивая инфраструктура. Но самое сложное впереди. Я уверена, что вы с этим справитесь, у вас сильный коллектив. Желаю всем успеха, удачи, и пусть действительно этот социально важный объект будет такой точкой развития нашего прекрасного города. Детский сад рассчитан на 230 мест. Он был построен в рамках нацпроекта «Демография». По словам руководства администрации Правобережного района, главное – создать комфортные условия. Сколько бы мы ни сделали, мы должны больше и больше делать для того, чтобы наши дети росли в нормальных, комфортных условиях, чтобы могли себя реализовать во всех направлениях. И сегодня я вам гарантирую, что мы будем развиваться и строить детские сады, школы, дома культуры, спортивные объекты. Все будем делать для того, чтобы наши дети жили в нормальных условиях. Родители рады не меньше, чем сами дети. Бела Туаева воспитывает 4 детей. 3 из них пойдут в этот сад. Все очень понравилось, аккуратно, чисто, что немаловажно, современно. То есть все условия для комфорта деток нам предоставила наша администрация. Совсем скоро игровые будут заполнены ребятами. А пока они выбирают кровати, разглядывают игрушки и просторные комнаты. Ух ты! По словам заведующей Людмилы Кокоевой, старый детский сад был в плачевном состоянии. Нам не хватало мест, все группы были переполнены. И вот сегодня открывается этот садик. Сейчас у нас 12 групп. Будут у нас 2 ясельные, 2 первые младшие, 2 средние, 2 старшие, 2 подготовительные. Спасибо управлению образования. Всем, кто нам помогал. Теперь двухэтажное здание оснащено современным оборудованием. Есть медицинский кабинет, логопеды и психологи, зал для занятий физкультурой и новый пищеблок. У нас там была газовая печка, все по старинке, как говорится. А здесь уже у нас все электрическое, все очень красиво. Кухня очень нравится. Благоустроили и территорию. Теперь тут игровая площадка, беседки и песочницы. Детей здесь с нетерпением ждут уже завтра. Зарас Соколоева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.
Провести сварочные работы, починить автомобиль, продемонстрировать навыки шитья и многое другое. В 5-м профессиональном училище Владикавказа открылась основная площадка регионального чемпионата «Обилимпикс». Школьники, студенты и специалисты, более 120 человек, будут соревноваться в профессиональном мастерстве всего по 14 компетенциям. Напомним, состязания по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями проводят в 6-й раз. Оценивать мастерство будут эксперты. Победители регионального чемпионата примут участие в ежегодном национальном чемпионате «Обилимпикс» в Москве. Оцениваем мы само изделие, да, качество изделия. Главное, чтобы было законченное оно. Что дает «Обилимпикс» для наших инвалидов? Найти себя в трудовых коллективах, найти себя в работе, открыть свои возможности. И работодатели должны тоже увидеть это, и потом дальнейшее трудоустройство. В Северной Осетии завершился отопительный сезон. Котельные и тепловые сети стабильно поставляли тепло абонентам без существенных аварий и сбоев в подаче. По словам министра профильного ведомства Майрана Тамаева, отопительный сезон завершен, но работа в данном направлении не останавливается. Впереди подготовка к очередному зимнему периоду. Напомним, окончание отопительного сезона объявляется, если среднесуточная температура воздуха не ниже 8 градусов Цельсия в течение 5 суток. Как работает бизнес, рассказали ученикам 27-й школы. Обучающий урок прошел в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В ходе занятия ребята провели вводную лекцию, по итогу которой были отобраны участники для деловой игры. Школьники должны были придумать бизнес-план, найти клиентов. Занятия проводили успешные предприниматели. Они рассказали подросткам еще и о том, какие вопросы на производстве должен решать каждый бизнесмен. Практически реальные кейсы мы разбираем, они реально сами на уроках придумывают бизнесы, мы начинаем создавать бизнес-планы, причем мы это делаем, они реальную информацию прямо с интернета, прямо на уроки берут, они сами включаются и начинается это все вот буквально за этот час-два, они уже изучают какие-то новые процессы вот в этой деятельности, которую они сами придумывают. В Северной Осетии побывали члены гильдии межэтнической журналистики. Визит состоялся в рамках Всероссийской этнографической экспедиции. Гости ознакомились с культурой и достопримечательностями нашей республики. Побывали в горах и на предприятии «Казачий хутор». А на заседании круглого стола обсудили этнотуристический потенциал и перспективы сотрудничества. В том числе при подготовке празднования 1100-летия крещения Алании. Визит организован по инициативе Комитета по делам печати и массовых коммуникаций и при содействии правительства республики. У нас целый день был в горах, прекрасные впечатления, отличная погода, 3 ущелья, замечательно. Перед этим мы познакомились с ремеслами, попробовали свалять сами шапку, съездили в филармонию, послушали замечательный осетинский хор. Сюда прибыла большая группа журналистов из разных регионов Российской Федерации, это и Астрахань, и Коми, и Красноярский край, для того, чтобы познакомиться с нашей культурой, посмотреть, как живут разные народы на территории Республики Северная Осетия, Алания. Уникальные техники войлоковаляния теперь будут обучать в Северной Осетии. Своими руками можно создать различные предметы, ковры, одежду и даже обувь. Познавать это искусство смогут все желающие абсолютно бесплатно. О тонкостях мастерства расскажет Валерия Козаева. Свалять шапку из натуральной шерсти своими руками менее чем за час. Древняя технология войлоковаляния позволяет в разы сократить время. Ею пользовались наши предки и сегодня активно возрождают в новом арт-пространстве Дом войлока Осетии. Скифский олень, всем известный, вот наши орнаменты. Все это можно будет реализовывать. Собственно говоря, это уже вот сувенирная продукция. Ковры, одежда, обувь, аксессуары. Теперь изготавливать все это своими руками из экологически чистого сырья можно научиться в Доме войлока. Здесь представлены и уже готовые изделия. Помимо этого, уникальная продукция мастеров республики. Например, компания «Орион», которая более 35 лет создает оружие ручной работы. Это и медные изделия Руслана Калухова, уникальный мастер, который работает выколоткой.
То есть таких мастеров вот на пальцах одной руки можно во всей России посчитать. Концепция проекта чувствуется во всем. Интерьер, скульптуры, фотозона, даже люстры изготовлены из войлока. С созданием уникального арт-проекта помог фонд президентских грантов. Новое помещение даст возможность развивать войлоковаляние. А желающих познать это ремесло с каждым днем в республике все больше. Они вложили сюда и внимание, и заботу, и самое главное, средства. Без фонда президентских грантов войлоковаляние бы не возродили. Масса людей, то есть вот в таком основном нашем составе войлоковалящиц, свежеобученных, кто вместе с нами возрождал непосредственно войлоковаляние, это где-нибудь порядка человек 120. Вот, соответственно, 120 человек имеет дополнительный заработок. Планы у арт-пространства большие. Впереди последние приготовления перед официальным открытием, а дальше плодотворная работа. Будут проводиться конкурсы, и будут привлекаться именитые, серьезные художники по шерсти. Это то, что мне самой интересно, поскольку валять мы можем все, что угодно. Но мы планируем привлечь сюда очень серьезных художников по войлоковалянию, потому что это на самом деле может выглядеть и как утонченное, необычное совершенно искусство прикладное. То, чего пока еще в Осетии не видели точно. Это не просто творческое пространство, а первая в мире реалити-мастерская, где 24/7 все происходящее транслируется на сайте. Такой необычный подход к традициям этнической культуры привлекает не только жителей, но и гостей республики. Валерия Козаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Осетинский театр готовит очередную премьеру. Зрители увидят еще один вариант известной комедии «Чипина». Ее не первый раз ставят на сцене Национального театра, и она всегда собирает аншлаги. Спектакль приурочен к 100-летию автора пьесы Георгия Хугаева. Как проходят последние перед премьерным показом репетиции, расскажет Сабина Гатагова. Искрометный юмор, житейская мудрость и человеческие ценности. За это спектакль «Чипина» любим многими поколениями театралов не только в Северной Осетии, но и за пределами. А игра актеров делает пьесу яркой и захватывающей. Главного героя, веселого озорного горца, играет молодой Валерий Ваньев. Для него эта роль – большая ответственность. Даже не ожидал, что эта роль перепадет именно мне. Спасибо режиссеру, спасибо театру, что доверились. Все, кого не спроси, все знают эту пьесу, этого персонажа, он на слуху. В принципе, Чипина сам по себе персонаж, он выписан такой, что он веселый, легкий на подъем, такой остроумный, обычный горский парень. «Чипина» – одна из лучших комедий Георгия Хугаева. Декорации и костюмы несложные, его диалоги персонажей заставляют задуматься. Отставной царский полковник Газдан мечтает жениться на юной Зарине. Передать главный посыл спектакля – торжество любви и справедливости. И, конечно, вжиться в роль было непросто даже такому опытному актеру, как Владимир Кумалагов. Это возрастная роль. У меня здесь и пластика, над пластикой я работал, над речевой характерностью. И он такой более эмоциональный, а я такой более спокойный. Так что поработать пришлось. Действие 19 века с оттенком современности. Артисты вносят свои предложения, ведь только в совместной работе возможен хороший результат. А режиссерские находки и решения доводят процесс до идеала. Мы не побоялись к этому юбилею заново пересмотреть пьесу Хугаева «Чипина» и вынести на, так скажем, суд нашего любимого зрителя. Время, эпоху, оставили взаимоотношения, которые могли быть тогда. И они очень современны сегодня. В них есть и сохранены и традиции, и культура, и, конечно, самое главное, взаимоотношения и старших, и младших. И, конечно, самое главное, как бы в то время люди объяснялись в любви, так скажем. Драматургия спектакля режиссера Георгия Хугаева никогда не оставляла зрителей равнодушными. Он писал нестареющий материал. Теперь держать марку Национального театра – главная задача всего коллектива. Ставить Георгия Хугаева – это ответственно,
потому что практически все его пьесы были поставлены, да, и поставлены были большинство им самим. А он не только был хорошим драматургом, но и был хорошим режиссером, очень сильным режиссером. И человек свою пьесу, тот материал, который создает, он знает очень хорошо. И когда ставит, он знает акценты, на что надо нажимать. С 21 апреля в Осетинском театре пройдет неделя, посвященная столетию Георгия Хугаева. «Богатый дом», «Черная бурка», «Названные братья», «Чипина», «Моя теща» – настоящее наследие, которым театр с удовольствием делится со зрителем. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Женская команда Академии «Алания» примет участие в юношеской футбольной лиге. Турнир стартует 21 апреля в Волгограде. Соревноваться будут девочки 2007-2008 годов рождения. Две лучшие команды группового этапа затем поборются за победу в финале. Напомним, Северная Осетия стала первой республикой с КФУ в женской юношеской футбольной лиге. Очень много турниров, очень много соревнований. Но я думаю, что мы займем или первое, или второе место в группе. Мы продолжим ЮФЛ и будем развивать. Сейчас на самом деле развивается женский футбол. Большие средства на это выделяет Российский футбольный союз. И мы будем развивать. Футболом я занимаюсь достаточно давно. И еще ни разу не пожалела о том, что я выбрала именно этот спорт. И благодарна, так скажем, судьбе, что так направила меня на этот спорт. Вы смотрели новости Осетии. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.